Александр Сергеевич, сложно ли было получить разрешение на проведение этого ритуала? И что вообще за человек дает? Сложный ритуал или рядовой? Но в шаманской практике нет никакой иерархии, поэтому получение разрешения от какого-либо человека здесь не обязательно. Громче. А что касается опасности, то оно, конечно, присутствует. Это, во-первых, чисто психическое, насколько человек может это выдержать психически, потому что наплыв огромной энергии и изменение состояния во время этого ритуала, во время камлания, оно требует очень сильной психической подготовки. Поэтому и шаманские практики, они не одобряются, поскольку это требует очень сильной психической подготовки в первую очередь. А ритуал этот, естественно, не рядовой. Он посвящен именно пробуждению духа России. А дух России виден в виде духа медведя. Поэтому работать с духом медведя, конечно, имеет свои некоторые опасности. Ну а скажите, в каких случаях шамана взывают к духу, к медведю? Что это, что олицетворяет? В каких случаях? Ну, громче, если можно. Тут нет такого, чтобы вот заранее все знать. Шаманизм, он тем и отличается, что это каждый раз все по-новому. Нет никаких правил, и нет никаких заранее известных таких тем, поэтому все происходит спонтанно. Что там предпримет медведь, дух медведя, что там произойдет, в какое состояние ты войдешь, это заранее знать никто не может. А если заранее все это знаешь, это все выучено, если это уже не то. Поэтому работать с духом медведя и при этом вот заранее знать какие-то опасности, предостерегаться, это, конечно, вот самое важное здесь вот быть в глубокой вере. Вере не только в самого себя, но и вере, можно сказать, Бога. Потому что именно божества, они помогают. Иначе человек, он и есть человек. Будь он шаман или не шаман, человек, он и есть человек. Без помощи высших сил человек ни с чем не справится. Скажите, а вот есть ли такая практика вообще у нас в Якутии обращаться к потусторонним силам? Вот когда, например, местные спортсмены едут куда-нибудь выступать, бывало ли так, что они к вам обращались, с просьбой помочь? И кому из спортсменов, например, вы помогали, и помогло ли это вот вообще этот обряд? Ну, я думаю, назвать фамилии тут не имеет смысла. Конечно, были случаи, и тут самое главное, мне кажется, именно в духе самого человека, самого спортсмена. Пробудить его дух, вызывать духов, чтобы духи — это энергия. Духи — это энергия, и вот вызывать духов предков, духов помощников, чтобы они пришли и помогли, чтобы человек наполнился энергией, чтобы он был уверенным, самодостаточным, чтобы он не сомневался. Но тут, что касается наших спортсменов, тут очень часто влияет вот именно психологическая подготовка. Именно отсутствие веры, да? Вот мне, допустим, спортсмен виден только вот как воин-одиночка, которому никто не помогает во время единоборства, во время, ну не все, конечно, но большинство мне вот видны они как воины-одиночки, которым никто не помогает. Вот я имею в виду духов, поскольку нет веры. А вера — это если даже вот убрать духовную сторону, это и есть вот для человека самое надежное
ну, как это правильно выразиться, для человека это уверенность, ну, дает уверенность, зарождает уверенность в человеке, если он во что-то верит. Но поскольку люди были воспитаны совсем по-иному, не верят в это, а что касается наших спортсменов, то в основном они приходят получать благословение. Это немножко другое. Поскольку вот сегодня мы провели камлание, это попросили вот мои тувинские, хакасские, бурятские коллеги, но с Москвы мне позвонили и сказали, что они будут проводить камлание. Ну, это уже в следующих Да. вопросах. Скажите, вот следующий вопрос. Почему, как вам кажется, в последнее время со спиритической точки зрения мы на Олимпиаде выступаем все хуже и хуже? И вот то, что один из символов, например, Сочинской Олимпиады, это полярный медведь, опять-таки, это плюс, как вам кажется? Это плюс, конечно. Естественно, это плюс. И почему хуже выступаем? Потому что люди запутались. Люди запутались. И нет вот той веры, которая была раньше. Люди раньше выступали за Родину, за Советский Союз. И была очень огромная вера. И независимо, кому ты веришь, да, это зарождает, вот как я сказал в предыдущем вопросе, это зарождает в человеке уверенность. А тем более, если человек верит в природу, в божества, потусторонние силы, это прибавляет человеку энергии. Эта энергия и помогает человеку. Эта энергия и помогает человеку. Поэтому вот здесь надо разобраться, надо посмотреть в корне, в чем причина. И именно со спиритической точки зрения. Такой вот вопрос. Как дух поможет россиянам на Олимпиаде? Как он вообще будет действовать? Будет ли он помогать всем нашим или только тем, кто больше других хочет победить? Почему? Может ли дух, например, повредить спортсмену, навредить? Тут, конечно, вот ответить на этот вопрос перед большой публикой, да, это очень сложно. Потому что вот, сказать дух медведя и разбудить его, и это будет помогать, и людям сказать, что это будет помогать вот именно выступлению вот этой России, конечно, скептическая сторона народа, она не будет этому верить, она не будет воспринимать. Но мы не это обсуждаем, да? Мы обсуждаем совершенно другое. То, что я видел, то, что вот когда я столкнулся с духом медведя и почувствовал его одиночество. Понимаете? Я это нутром почувствовал. Я не знаю, как это объяснить сейчас словами. Понятно. Он был очень одинок, и вот некоторые пытались его разбудить с помощью бубнов, с помощью звуков. Подошли к нему и начали его будить. Конечно, он, одинокий человек, всегда бывает злой. И агрессии в нем полным-полно. И мне очень долго пришлось его успокаивать. Чтобы он успокоился. Это касается не только Олимпиады, мне кажется. Это касается именно той энергии, которая скопилась в России. Это та негативная энергия, которая скапливается в России. Время от времени любая народность, любая часть земли, она выплескивает эту энергию. И мне кажется, вот этот ритуал, он в какой-то мере обязательно должен помочь именно вот выпустить эту энергию. Ясно. Но вот что касается ритуала, как вы считаете, получилось или нет? Охотно ли медведь согласился помогать российским спортсменам? И что вообще сказал? Самое главное для меня это было то, что медведь успокоился. Медведь успокоился, и сейчас у него есть здоровый задор. Вот посмотрите на животное, которое чувствует одиночество, или на человека, который чувствует одиночество, который в гневе. Какой из него спортсмен будет? Вот. Только этими, мне кажется, вот, объясняется. Ну, коль вы общались, он не обмолвился, например, информацией, какое мы место займем вообще в командном зачете. Такого ничего не было. Такой цели я не поставил перед
перед собой, я не стал с ним разговаривать, я просто ощутил на себе его состояние. Это состояние, можно сказать, всей страны. Это, наверное, состояние всей страны, энергетическое состояние. И мне кажется, вот в скором времени человечество все-таки поймет, что существуют энергии, какие-то тонкие, духовные энергии, которые необходимо выплескивать каким-то образом. Путем войн можно выплескивать, путем каких-то революций можно выплескивать, а можно путем каких-то вот именно духовных практик, духовных ритуалов можно тоже вот из этих энергий освободиться. Ясно. Ну и последнее. Для чего ритуал проводится одновременно несколькими шаманами и какой эффект он дает? Последний вопрос. Пишем. Подожди. Все. Общий. Общий. Сейчас, секунду, подожди. Можно отвечать. А почему ритуал одновременно несколькими шаманами проводится в России? Ну и как вам кажется, какой эффект это должен дать, этот ритуал? Это ритуал проводится вот в нескольких местах, именно в Сибири, да? Почему? Потому что именно с востока идет энергия, положительная энергия, которая вот именно выравнивает, балансирует, можно сказать, вот ту негативную энергию, которая здесь вот людей мало, здесь живая природа, здесь очень чистая энергия. Те люди, которые приезжают с запада, они чувствуют эту энергию. И притом здесь очень сильная энергия. Некоторые люди приезжают сюда и начинают чувствовать себя как-то некомфортно. Почему? Потому что очень сильная вибрация Земли. И вот эту энергию мы передали друг от друга Западу. Вот перед этим ритуалом в июне месяце я был в Лондоне. Тоже случайно так попал. И был в тех местах, где будут проводиться вот Олимпийские игры. И я думаю, это не зря было. Это было соединение, именно протыривание дороги перед этим ритуалом. И я даю очень такую вот большую оценку, очень значимую оценку этому ритуалу. Это вот жалко, что мы не видим невидимые вот эти работы в полной мере. Не можем их оценить. Вот строитель построил дом, сразу его видно. А вот эту работу никто не может увидеть. Это только потом, когда мы обретем истинное свое состояние, тогда можем понять, что мы тогда сделали, чего мы тогда, чем мы тогда помогли именно Земле. Не только России, не только Англии или не только вот Якутии, а именно всей планете. Это разрядка, очень большая разрядка. Сейчас вот через Олимпийские игры тоже будет очень большая разрядка негативной энергии. Это будет предотвращать войны. Очень большие катаклизмы будут предотвращать. Это вот здоровый азарт, когда люди действительно выплескивают энергию свою. Люди, как клетки Земли, они будут выплескивать свои энергии. И мы направили это по нужному руслу. И в этом это была коллективная работа. Каждый выполнил свою работу. Как штукатур, как каменщик, как плотник делает свою работу, также мы выполнили каждый свою работу. Поэтому и коллективная работа. И каждый человек, который здесь присутствовал, он тоже выполнял свою работу. И вы тоже, как люди, которые здесь присутствовали, тоже, ваши души тоже принимали участие в этом. Ясно, спасибо. Будем надеяться, что не зря. Спасибо. Так, стоп. Посидите так же. Дима, на место корреспондента сядь. Вы как бы с ним пообщайтесь, а я для монтажа сниму перебивки. Сядь сюда. Посмотрите на него, как бы тоже, как бы отвечайте. Не, вот там, где я сидел. Да, Дима тоже оператор. То есть, где, вы говорите, сегодня еще проходит? Сегодня проходит в Бурятии, Хакасии, Тыве. Интересно, а кто-нибудь еще, наверное, по-любому, да? Африканцы какие-нибудь там, вуду какие-нибудь. Тоже что-то есть такое.
Конечно, везде, наверное, вот такие. Ну, не обязательно такие, но что-то я думаю, что все равно кто-то провел. И руками пожестикулируйте, Александр Сергеевич. Ну, вопрос задайте. А часто приходится камлать, например, вам? Нет, не часто. Не часто? Не часто. В основном благословение. И в основном сейчас вот работа с людьми, настройка людей. Поскольку люди сейчас вот очень вовлечены повседневными заботами, и ихнее состояние очень такое нехорошее, можно сказать. Ясно. Лечите, значит, да? Все, есть. Все, спасибо. Дима, давай звучок послушаем.